Друзья, всем привет! С вами редакция «Алдава, не ври». Ранее стало известно, что первый свергнутый президент Кыргызстана Аскар Акаев вместе со своей супругой Майрам Акаевой прибыл в Кыргызстан, а также стало известно о его планах выступить в некоторых вузах нашей страны. Сегодня мы решили узнать у студентов Политехнического университета, которые ранее потребовали отменить все лекции Аскара Акаева, а также в целом у всех жителей нашей столицы, как они относятся к первому президенту Аскару Акаеву и что думают о его лекциях. Да, что вы думаете о отмененной его лекции? Это, безусловно, плохо для нашего университета, так как Аскар Акаев в свое время хорошо Кыргызстан поднял, и он мог бы поделиться своей мудростью и стратегией для дальнейшего развития. Для нашей молодежи это было бы хорошо. То есть вы за то, чтобы он провел лекцию? Безусловно. Именно лекция, это очень довольно-таки умный человек, почему бы и не послушать. У него прошлое, коррупционер, всем известно. Но, не знаю, я бы с удовольствием бы послушал его лекцию. Как вы вообще относитесь к Акаеву? Это смотрится не так, что как мы к нему относимся, это то, что как он к нам относится. Я слышала то, что когда он преподавал в МГУ, он избегал многих студентов именно кыргызского происхождения. И его резкое решение преподавать именно в политехе, встретиться с нами, это очень кардинально меняет все. Что он хочет рассказать, что он нам хочет преподнести, вот это интересует. Осуждаем мы ли его? Нет, он умный человек, но на самом-то деле его поступок того, что у нас в Кыргызстане откроется много станций, там, где будут производить телевизоры, и вот эти все долги, которые остались после него, это очень возмущает. Если официально коркушуп отмена кылса, мен могу кинотеатрга уюштурушум коюшум мүмкүн. Лекциясын Акаевдин, саясий унутуш керек, саясий преступление унутуш керек. Кишинин билимин, илимин пайдаланылыш керек. Сиздин оюңузча студенттерге пайдасы болобу? Абдан чоң пайдасы бар. Ал астыда көп нерсени көрүп турат киши. Кишинин эрудициясы, интуициясы абдан чоң, билими дагы абдан жетиштүү. Туура эмес кылып атышат. Карапайым элди анча караган жок. Биз основной карапайым элди мына өзүнүн эмгеги менен жашаган адамдарды караган эмелер аз болуп атпайбы? Ошол. Аскар Акаев келип вуздарга лекция берет экен да? Кандай карайсыз ошого? Эми пенсияга чыгып эле эс алса жаш болот го дейм. Эми жаңы курулуп атканда жаңы билимдүү адамдар, азыркы талапка ылайык адамдар иштеп, өздөрүнүн билим берип, жаштарды жакшы тарбиялаган адамдар келсе жакшы болмок. Туура эмес деп ойлойм да. Келбей эле койсо жакшы болмок. Ал бизди таштап кетти да бир убакта. Кыйналып жатканда кетти го, ошол бойдон кетсин да эми, ошентип ойлойм. Местный, как вы смотрите, если он приедет обратно в Кыргызстан? Пусть приезжает. Проблем. Аскар Акаев таанысыңарбы? Жок. Неге? Чого? Вообще тааныбайсыңар? Точно? Точно. Канча жаштасыздар? 19. Не знаете? Акаевдин келгениби? Туура эмес го деп ойлойм. Эмне үчүн? Эми ошол кыргыз элинин канча отургузуп кетти. Анан үй бүлөлүк башкаруу деп кыскасы Кыргызстандагы жашоону аябай эле артка тартты. Анан эми кайра ошону неме кылып келгенин кичине мен деле анча жакшы эмес деп балайм да. Лекция, она не была запланирована. То есть я, например, как проректор по академической работе, я курирую эти вопросы. Сейчас в нашем кампусе в Головном проходит экзаменационная сессия. То есть не время проведения гостевых лекций. Поэтому даже у нас в планах не было. А почему тогда вышла информация, что вот именно... Информация, она, мне кажется, недостоверная. То есть просто студент, который, может быть, я не знаю, где-то прочитал оказа на сайте, да, вот с ним утром директораты беседовали, то есть он на сайте сначала прочитал, что вот они возвращаются с женой, и что у него есть намерение прочитать лекции в Политехническом институте, прям так написано. То есть мы сейчас не Политехнический институт, мы Кыргызский государственный технический университет СХ Карасанов. Поэтому он, видимо, предположил, что такая лекция должна состояться, да? Но с нашей стороны именно я могу прям за себя ответить, что не было никакого планирования у лекции.
Но со стороны, например, бывшего президента официального такого заявления, например, не поступало о чтении лекций. Нужно обозначить, что с период с 1977 по 1985 год он заведовал кафедрой, то есть информатика, вычислительная техника в нашем университете, да, то есть был основателем. Но студент, который обращался, вот, например, я не знаю, кому он обращался, он студент не этой кафедры. То есть информация об этом фейк? Да, скорее всего. Просто, когда с ним беседовали, он сказал, вот я услышал, увидел, да, то есть именно вот такую информацию, что предполагается в Академии наук или еще где-то, и он решил, наверное, выразить свое, например, видение, позицию.